Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. На днях в Москве состоялась встреча Министерства ЖКХ и энергетики республики с потенциальными инвесторами по строительству мусороперегрузочной станции, мусоросортировочного комплекса, полигона твердых коммунальных отходов и участка компостирования. Об этом инвестпроекте и о том, как реализуется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей республике, мы сегодня будем говорить с нашим гостем. Это министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Дмитрий Садовников. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, наверное, в начале беседы о самом наболевшем. Это начало реализации мусорной реформы и проблемы с региональным оператором по утилизации коммунальных отходов. Как сегодня можно оценить работу по внедрению этой новой системы? И все ли участники, скажем так, процесса сегодня понимают и выполняют все задачи, которые на них возложены? Ну, с начала года реформа вступила по всей стране, Якутия не исключение. И в этом плане, конечно, законодательство еще давало срок для того, чтобы мы год готовились, хотя о вступлении реформы до этого говорили еще несколько лет. И мы здесь консолидированно решили, что мы должны начать, как и по всей стране. И кроме участка, где могли тормозить, это, конечно, северо-арктическая зона. И там мы считаем, что раньше мы вступили, чем планировали. И сегодня мы хотим отметить, что в 5 зонах, которые поделена наша республика, все региональные операторы работают. Конечно, трудности есть, как и в любой реформе, как и в любых первых началах. И здесь, конечно же, одна из трудностей – это, конечно же, сбор платежей. И вот здесь, конечно, если мы все равно, динамика определенная есть, где-то мы в среднем 58% берем как общим по республике сбор, но один из лучших, конечно, показателей 66% – это в центральной зоне. Более-менее идет дальше уже южная, западная зона. Чуть плохо стоит это центрально-восточной зоне и северо-арктической зоне. Там процент сбора составляет чуть выше 40%. И это, конечно, не есть хорошо. И в этом плане рекоператоры работают. Но здесь, к сожалению, не могут найти поддержку, скажем, со стороны муниципальных образований. И здесь есть, конечно же, определенные моменты того, что действительно платежеспособность населения, чем дальше от Якутска, тем хуже. Мы это признаем. И, конечно же, в этом плане трудности прежде всего испытывает наше предприятие ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия, который определен как 5-й региональный оператор, который работает дальше. И здесь, конечно же, мы с предприятием работаем, но в то же время понимаем, что только, как говорится, субсидировать то, что вот не доплачивает население, этого не должно быть чисто по закону. Кроме вот тех кассовых разрывов, которые образуются у региональных операторов из-за низкой собираемости, скажем так, денег у населения, какие-то еще можно вопросы отметить как наиболее острые, которые возникают в работе региональных операторов, и как министерство выстраивает взаимодействие с региональным оператором и другими участниками проблемных именно вопросов? Ну, часть региональных операторов у нас постоянно происходят, встречи, планерки еженедельные, да, в том числе видеоконференц-связи, телефонные, удаленные, да, связи. С 3 рекоператорами мы постоянно встречаемся в стенах нашего министерства. И в части населения тут, конечно, есть зачатки того, что вот само население готово к раздельному сбору. В частности, в городе Якутске мы определили несколько адресов, где мы будем как пилотный проект работать. Это по зоне жилой застройки, которую проводит у нас Прометей, так и называется, это по улице Автодорожной, МЖК, это возле Крестьянского рынка, по Хабарова есть адрес, и по Халтурина. И здесь мы посмотрим, как оно будет проходить. И, конечно же, дальше будем внедрять. Еще проходили
две акции по раздельному сбору для того, чтобы население понимало, что надо разделять мусор и жить в чистоте. Здесь мы благодарим тех организаторов, волонтеров, которые проявили желание провести данные акции. И, конечно же, мы, как министерство и другие профильные структуры нашего правительства, всегда будем поддерживать такие начинания. А как обстоит ситуация с проблемой мусора в частном жилом фонде? Не секрет, что это наиболее острый был вопрос. Нехватка и санитарных точек была, и несвоевременный вывоз, и накапливалось. Как-то эта проблема с места сдвинулась? Ну, здесь, скажем, должны работать местные власти. Согласно законодательству, точки, где должны забирать мусор рекоператоры, должны определять согласно территориальной схеме как раз муниципальное образование и местные власти. И здесь, конечно же, есть момент того, что некоторые районы решили, что это головная боль рекоператора, а рекоператор говорит, что нет у меня этой схемы, и, следовательно, вот здесь начинают образовываться, скажем, несанкционированные свалки, в том числе в городе Якутске, да? Хотя город Якутск, мы считаем, что и концессия, которая была заключена еще ранее, до вступления этого законодательства, и в целом она должна быть одним из продвинутых. И, конечно, в частном секторе есть моменты, где рекоператор работает по звонковому, то есть мешковый сбор, есть где образованы точки, но это все состоит от того, что как должны работать синхронно, связки, консолидированно власти муниципальных районов, городских округов с рекоператорами. Проблема только в этом. В этом году было принято решение о том, что мусорный полигон на Вилюйском тракте все-таки строиться не будет, и в связи с этим в платежках исчезла строка за услуги ЖКХ, в том числе за строительство этого полигона в Якутске и в Жатае. Всем ли сделали перерасчет или где-то остались еще проблемные? Да, действительно, по решению нашего главы региона и городских властей этот вопрос был действительно в свете того, что не выполнялись концессионерам условия концессии. Это строительство полигона действительно отложено на неопределенное время, так скажем. Да. И, конечно, перерасчет идет, он составляет 94 миллиона в целом по этой зоне. И этот перерасчет в городском округе Якутск, Затай, прилегающей зоне, все оно идет, в том числе и юридическим лицам, в том числе и частным лицам. Но вот тот инвестиционный проект, о котором в последнее время очень много говорят, это либо строительство мусороперерабатывающего завода, мусоросжигающего завода, сортировочного завода. Расскажите подробнее, в чем заключается инвестиционный этот проект, на каком этапе сейчас переговоры и когда, может быть, он даже уже будет реализован, если это известно. Ну, здесь мы, скажем так, в стадии финиша, да, можем сказать, то, что вот действительно стадия переговоров, она пока не закончилась, в том числе, где мы встречались в стенах публично-правовой компании «Российский экологический оператор», мы встречались с компанией ООО «Терекон», у которого есть опыт работы на территории Российской Федерации, строительство нескольких полигонов, мусоросортировочных станций, которые уже работают по всей стране. Мы даже ездили там, где Подмосковье, где они построили по их проекту, по их технологии. Но сегодня не скажу, что эта компания нами выбрана. Просто компания, она одна из тех, которая изучила нашу проблему больше всех и изъявила желание поработать. И они нас предупредили, что они выйдут уже частной конституционной инициативой, уже в ноябре заявятся. Согласно законодательству мы должны рассмотреть и будем дальше идти. Но, повторюсь, Терекон — это не догма, то, что вот на ней точка поставлена. Есть несколько предложений с других компаний. Мы знаем, финские компании технологии Тринозавр предлагали. Венгерская компания Полис тоже свои предложения внесли, и мы встречались в городе Москва. Ну и местные компании тоже, как говорится, просто более конкретно, конечно, свои предложения и сегодня работать с правительством, это, конечно, ООО «Терекон».
Еще одна очень большая и важная региональная программа, которую курирует ваше министерство, это программа «Чистая вода», которая рассчитана до 2024 года, была утверждена в этом году. Какие источники финансирования? Львиная доля 3 миллиарда рублей. Это все-таки внебюджетные источники. Как ведется работа в этом направлении и будет ли эта программа реализована в тех объемах, в которых запланировано? Ну, чистая вода – это, конечно, большая федеральная программа. 3 миллиарда источников – это федеральные средства, которые сидят в паспорте программы. И здесь мы должны гордиться тем, что мы в эту программу попали. Это город Алекминск, Покровск, ну и другие муниципальные образования изъявили. В целом мы в своей программе региональной включили 22 района, 56 муниципальных образований. В целом сегодня, конечно, если отметить текущее состояние, то это очень такое не очень хорошее состояние. Всего лишь, если по территориям взять, то 10,6% только вот оснащены центральным водоснабжением. Это если взять по муниципальному образованию. А так, есть индикаторы, которые стоят до 2024 года, снабжение централизованной водой и качественной водой по программе. И по Российской Федерации оно стоит к концу 2024 года, это достичь цифры 99%. Мы понимаем, что это очень капиталоемкая работа, и мы к 2024 году не достигнем, и у нас эта цифра по республике стоит ниже, но в то же время то, что вот федеральный центр нам, как говорится, дал деньги, это обнадеживает нас, что внимание будет обращено, и задача перед нами глава региона поставил, чтобы прежде всего мы рассмотрели районный центр. И мы над этим работаем и надеемся, что мы должны достичь то, что перед нами требует наше руководство. Ну, очень будем надеяться, что так оно и будет. Дмитрий Дмитриевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» об обращении с твердыми коммунальными отходами и реализации программы «Чистая вода». Мы говорили сегодня с министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрием Садовниковым. До встречи в эфире.